ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Общественная приемная главы Коми приступает к новому проекту. Стартует акция «Добровольцы ветеранам», приуроченная, безусловно, ко Дню Победы. Участниками и партнерами проведения в муниципалитетах станут органы власти, советы ветеранов, приемное и волонтерские объединения. Суть акции в помощи. А какой именно? Прием заявок от населения, передача этих заявок, соответственно, если это юридическая консультация, то представителям Ассоциации адвокатов, юристов Республики Коми и России. Если это волонтерская помощь, то, соответственно, это работа с волонтерскими нашими объединениями, которые работают непосредственно в нашем городе. Важно учитывать, целевая аудитория акции – ветераны, то есть люди, имеющие к Великой Отечественной войне непосредственное отношение. Подразумеваются участники боевых действий, узники лагерей, труженики тыла, дети войны и так далее. Еще одно условие, чтобы обратившемуся пожилому человеку было от 80 лет и выше. Однако организаторы акции замечают, что жестких проверок на достоверность обратившихся не будет. Так что, если даже вам 78 и помощь нужна, не откажут. Если говорить о волонтерах, что они могут сделать? Помощь в решении бытовых вопросов, где нужна физическая помощь, возможно, сервисно довести куда-то и так далее. И это функционал волонтеров, школьных студентов. Посильная помощь. Бытовые вопросы в это входят? Посуду помыть, поесть? Да. Поднести? Да. Финансовой помощи проект «Добровольцы волонтерам» не подразумевает, то есть помощь деньгами или заменой чего-либо, покупкой, не об этом. Но с этими вопросами также можно обращаться, и их попробуют решить в рамках другой акции. На базе муниципалитета уже стартовал и продолжает работу ежегодный марафон Победы. Как раз здесь вопросы про деньги уместны. Выявляются ветераны, труженики тыла, пожилые граждане, которым необходима либо замена оборудования, бытового, холодильников, стиральных машин, газового оборудования, сантехники, либо ремонтные работы какие-то в квартирах провести и так далее. И за счет средств марафона как раз такие работы и производятся. Итоги по количеству обращений, их выполнению и так далее планируется подвести накануне Дня Победы 7 мая. Однако в общественной приемной подчеркивают, что не хотят ограничиваться привязкой к празднику. Акцию «Добровольцы ветеранам» продлят на весь год и далее. Первый большой шанс обратиться за помощью в ухтинский филиал общественной приемной главы представится уже 26 апреля. С 16 до 17 часов проводится прямая линия по этой теме. Но позвонить можно и в другие дни. Главный телефон для связи 75 29 35.